Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за ваши невероятные теплые комментарии, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Срочные новости. Что очень важное совсем скоро случится. Загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте вместе посмотрим, что покажет, о чем нам расскажет песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои милые, отсыпочка у нас готова. Пожалуйста, не забывайте, что это общая отсыпка. Здесь явно не все и не у всех отыграется. Чужого не берите, но и свое, пожалуйста, не пропускайте. Первая горячая новость, срочная новость, касается разговора. Здесь какой-то человек спешит с вами о чем-то очень-очень важном, эксклюзивном поговорить. То есть здесь будут говорить о том, о чем раньше никогда не говорили. Возможно, вы услышите то, о чем даже и не думали, не представляли и не догадывались. Здесь человек решил вас просветить, что-то объяснить, либо в принципе с вами объясниться. В общем, этот разговор очень сильно повлияет и на вас, и на того человека, и на дальнейшие ваши взаимоотношения. Смотрите, вы все разные. У кого-то из вас отыграется, что человек спешит вам рассказать о своих чувствах, предложить вам встречи, свидания, отношения. То есть, опять же, это влияет и на вас, и на него, и на дальнейшее будущее. У кого-то отыграется какой-то новый, я не знаю, способ зарабатывания денег, обретения дохода. То же самое, может быть, это будет какое-то сотрудничество, которое повлияет и на вас, и на того человека, и на ваше дальнейшее будущее. У третьих, возможно, что-то связанное с проблемами, с решением проблем. У четвертых будет тема, например, каких-то интриг, заговоров, опасностей, предупреждений об опасности. Ну, в общем, разговор состоится. Разговор будет очень такой непростой, напряженный, ну, потому что вы будете сидеть как будто бы на иголочках. Здесь так мурашить вас обоих будет, ну, просто вот не по-детски. Очень-очень сильно важный разговор. И да, смотрите, не отказывайтесь, потому что человек может тоже передумать и больше вам ничего не будет говорить. Либо передумает, в принципе, вас во что-то посвящать, либо что-то вам предлагать. Да, тут все как-то, знаете, запутано, там крест, то есть все меняется, либо все может поменяться. И так можно прочитать. И еще, мои хорошие, срочные новости касаются какого-то предложения. Предложение очень похоже, как продажа чего-то, не покупка, продажа, да, вот как в магазинах, да, интернет-магазин, обычный магазин. Кто-то что-то продает, и здесь будет какое-то необычное предложение, может быть, с хорошей скидкой, может быть, купишь одно, получив в подарок другое. Да, очень похоже на скидки. Здесь очень важно будет либо отслеживать этот момент, либо как только вы услышите, сразу туда прям бежать. Не ждать, а бежать. Потому что очень быстро это предложение может закончиться. То есть не так, что вы сегодня узнали, такая, ну ладно, там типа завтра не могу, послезавтра там у меня еще что-то. Вот через 3 дня. Через 3 дня уже ровно ничего не будет. Вот. Надо действовать быстро, и тогда вы сможете действительно что-то очень выгодно купить, приобрести, обрести, в таком ключе. И еще, мои хорошие, очень похоже на законы, правила, то, что регулируется законом, какая-то повестка. Что-то будет меняться, перестраиваться, перекраиваться. И для вас это может быть выгодно, либо для вас это окажется выгодным. Может быть, какие-то сейчас есть проблемы, какие-то ограничения, обременения, блоки. Вот именно вот в правилах, в законах. Вот что-то будет меняться. И очень похоже, что вы можете этим воспользоваться, либо вы просто обязаны этим воспользоваться себе на благо.
Люди, которые не интересуются законами, вы очень опрометчиво поступаете. Законами нужно интересоваться, знать не только свои обязанности, но и свои права. Вот. Законы очень часто обновляются, меняются. Конечно, не всегда на благо людей, но тем не менее надо держать руку на пульсе, просматривать все новостные сводки, ну, либо, не знаю, подписаться на канал, который вот как раз как дайджест, да, что поменялось, что произошло. Может быть, какой-то юридический канал. Вот лишним точно не будет. С левой стороны очень неожиданно не только для вас, но и для всех других людей. Так, еще мне показывают мощную фигуру, которая начинает сдуваться. Человек силу теряет, человек власть теряет, человек теряет свое лицо. Человек, видно, раздулся до каких-то внушительных размеров, масштабов, а потом оказалось, что это все-таки, да, не сила, а просто воздух. То есть эффект этого воздушного шара. А теперь человек начинает медленно, но уверенно сдуваться. И это уже бросается в глаза. Вот еще какая-то форма остается, но всем понятно, что человек ничего из себя не представляет, либо человек уже все потерял. Значит, мои хорошие, для вас это добрый знак. Может быть, этот человек как-то на вас влиял, может быть, вы этого человека побаивались, может быть, этот человек вас в чем-то сдерживал. То есть этот человек теряет власть и контроль над вами и над другими людьми, потихонечку сдувается. Вот, уже как-то полегче, попроще будет, да? Вам не нужно будет на кого-то оглядываться, либо из-за чего-то переживать, либо напрягаться. Хороший знак. Так, властная фигура, она сдувается. Дальше, мои милые. Из вашего далекого прошлого какой-то голос, кто-то подает голос, кто-то пытается до вас докричаться. Похоже на мужскую фигуру. Смотрите, для женщины это мужчина, а для мужчин это женщина. Из вашего очень далекого и глубокого прошлого. Человек хочет докричаться. Тут и две руки к вам тянет, и во всю глотку кричит, ваше имя произносит, зовет. Кто-то из прошлого даст о себе знать, кто-то из прошлого вас разыскивает, кто-то из прошлого хочет с вами как можно скорее связаться. Я не могу сказать причину, да, почему человек пытается до вас докричаться, но это с правой стороны. То есть это, возможно, для вас будет важно, полезно, либо очень нужно. Проверяйте почаще свои соцсети, не ленитесь. Да, возможно, через соцсети человек вас найдет. Но опять же, всякие там номера, которые вы не знаете, звонки, например, да, с номера, который вы не знаете, незнакомый номер, тоже рекомендация брать трубочку, иначе можете пропустить этот голос из прошлого. Рыба, которая умеет летать, очень крутой знак. Это деньги, это прибыль, это доход на крыльях. Ну, либо в интернете, либо перевод, денежный перевод. Да? Рыба летит по воздуху. Скорее всего, вам кто-то будет отправлять, либо кто-то уже, может быть, отправил, а может быть, вам какая-то выплата положенная, и она на карточку вам должна прийти, например, да, вот эти денежные интернет-переводы. Вот тоже не лишним будет проверить. Рыба вполне себе внушительных размеров, но и, судя по состоянию крыльев, очень быстро как-то это все произойдет. На денежный перевод, либо перевод на карту с правой стороны. Но это ваше по праву, по закону. Да, вам это переводят, потому что так нужно. Не потому что вы просили, а потому что человек сам этого желает. Либо действительно вы должны это обрести, получить. Так, женщина. Голова маленькая, тело большое. Глупая, да, верный признак того, что человек глупый. Чем меньше голова, тем глупее человек. Глупая женщина с непонятным каким-то поведением станет посмешищем и почему-то будет винить вас. Над ней будут все смеяться, вы тоже будете смеяться. Вот что-то она такое сделает, выкинет и станет посмешищем. То есть как бы испортить свою репутацию, хотя, может быть, у нее и так уже все испорчено, но это уже прям посмешище, да, все будут смеяться. Но она вас будет в этом обвинять. Глупая женщина. Так, не обращайте внимания
не берите близко к сердцу и не пытайтесь оправдываться. Потому что она хочет зацепиться, как бы это правильно сказать, перекинуть свои неудачи, списать на вас, что типа нет, это не я неудачница, это вот она типа так сделала, что я стала неудачницей. То есть есть такие сердобольные, недалекие люди, которые могут ее пожалеть и могут даже ее в чем-то поддержать. Поэтому чем меньше вы обращаете внимание, чем меньше вы оправдываете, вообще противопоказано оправдываться, тем будет лучше. Дальше, мои хорошие, какую-то рекламу мне показывают. Реклама о вас, реклама про вас. Кто-то запустил рекламную кампанию по поводу вас. Если вы предоставляете какие-то услуги, если вы продаете какой-то товар, вижу, что какой-то впечатленный вами клиент, заказчик пустил о вас мощную рекламную волну. Вот буквально сейчас о вас люди говорят, причем говорят от стара до млада, и разные люди, совершенно даже с вами незнакомые, о вас говорят друг другу, о вас рассказывают. Очень классная, мощная рекламная волна, причем совершенно бесплатная, но действительно вас выделяющая на фоне других, прославляющая. И там, конечно, какие-то легендарные вещи вам будут приписаны. Возможно, даже то, чего вы никогда не делали, но тем не менее, вам это все пойдет во благо. То есть у кого-то из вас буквально вот там через дня, 2-3 будут толпы желающих что-то приобрести, либо воспользоваться вашим сервисом, вашими услугами. Значит, ничего не удивляйтесь. Здесь какой-то клиент очень сильно постарался, пустил эту волну рекламы, и теперь о вас очень многие знают, и прям подогрел интерес, получается, к вам, к вашей деятельности, к вашей персоне. Вот. Не вижу, чтобы вы нашли этого человека, но человек действительно вот прям впечатлился, очень все понравилось. И у человека либо язык подвешен очень классно, либо большой круг общения. Ну, в общем, реклама сделает свое дело. У вас будет много клиентов, много заказов. Главное, чтобы хватило сил и времени на то, чтобы все это выполнить. И, мои хорошие, если вы ничем не занимаетесь, а просто ходите, там, работу работаете, то, скорее всего, о вас начали говорить в вашем коллективе. Опять же, возможно, вы кому-то помогли, чью-то ошибку исправили, либо обнаружили, либо какую-то сложную там сделку провернули, какую-то работу быстро закончили. Вот тоже кто-то вами впечатлился и ходит о вас говорит, вот какая вы классная, как вы все там дерзко, быстро, резко сделали, успешно сделали. Вот. И на вашей работе по углам люди шушукаются по поводу вас, но опять же говорят не плохое, а хорошее. Вот та же самая рекламная волна пошла. Скоро это все дойдет до вашего руководства, и если руководство у вас адекватное, то, скорее всего, вам либо премию выпишут, либо какие-то более расширенные полномочия дадут, а может быть даже какое-то повышение, как будут предлагать там, перевод на другую должность, там, другой департамент, где требуются такие смелые профессионалы, как вы, в таком ключе. Хороший знак, мне нравится. Реклама – это всегда хорошо. Так, еще, мои хорошие, показывают людей, которые как побитые выглядят. То есть плохо, больно, страшно, неприятно. И эти люди в свое время что-то плохое делали относительно вас. Вот как совесть нечиста, руки запачканы. Они, может быть, и связаны с собой, может быть, и не связаны, но вот что-то плохое делали. Допустим, это могут быть какие-то недалекого ума коллеги, которые пытались вас там подставить, либо плохо к вам относились. Это могут быть родственники, которые, порочили ваше честное имя, обвиняли там во всех грехах, не хотели там принимать, вообще считали, что вы им не ровня. Это могут быть конкуренты по бизнесу, которые в свое время пытались тоже там как-то вас топить, пытались там нечестными методами с вами бороться, конкурировать. Вот. Что было, то было. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Вот вижу, что они сейчас как будто бы все побитые. Больно, неприятно, страшно, стыдно. Что-то с этими людьми происходит, вот как будто бы их кто-то либо что-то бьет. Как невидимая рука, да, возмездие, рука возмездия. Скорее всего, эти побои – это какие-то большие неприятности в жизни, к которым эти люди были не готовы.
И теперь они вот щедро отгребают все эти неприятности. Вот. Пытаются это все скрыть, но скрыть это невозможно. Либо до поры до времени они еще как-то могут это все сдерживать, но потом все раскроется. Много неприятностей щедро сыпят небеса на их голову. Хотите, называйте бумеранг, хотите, называйте справедливое возмездие, справедливый суд. Но получают, они свое получают. И это только-только вот начало. Дальше будет больше. Но опять же, скрыть не удастся. Вы узнаете, что те, кто вас обижали, свою кару, свое наказание щедро получают. Вот так и идет. Смотрите, не стоит этих людей жалеть, не стоит этим людям помогать. Иначе вы сами же тоже на такую же участь подпишетесь, то есть с ними поделите. Вот. Все по справедливости, по чести, по совести здесь карают небеса. Не кто-то кого-то, не месть, не вендетта, а именно небеса карают по справедливости. Здесь не один человек, здесь несколько людей. Так, еще цветок растет у вас за спиной, а вы ни сном, ни духом. Но цветок — это любовь. Любовь, нежность, страсть в таком ключе. Цветочек уже достаточно приличный тут вымахал, почти с вас ростом, а вы все не замечаете. А вы все думаете, показалось, да, либо ерунда. Нет, девочки, нет. Здесь рядом стоит человек, уже всю спину вам до дыр просмотрел, который все сильнее и сильнее в вас влюбляется. Смотрите, вы все разные. У кого-то отыграется знакомый, приятель, друг, коллега. У других отыграется мужчина, с которым вы вместе. Да? Вы знаете, такое впечатление, что человек вот прям влюбляется и ничего с собой поделать не может. Уже себя слабо контролирует, насколько сильно в вас влюбился. А у кого-то отыграется ситуация, когда человек, например, уехал, и в разлуке вот только наконец-таки дошло, что именно вас полюбил, и ни до вас, ни после вас уже никого так сильно не полюбит. Цветочек все растет, растет, скоро совсем распустится. Когда распустится, тогда будет и признание. Да? Человек тогда вам откроется, признается, ну, со всеми вытекающими. Так, еще кто-то считает, что вы как будто бы ребенок, что вы там не доросли, либо вы там несостоятельный, некомпетентный, что за вами нужно присматривать, что нельзя оставлять вас без попечения. Человек, руководствуясь вот этими мыслями, пытается вас всячески от чего-то оградить, от чего-то жизненного, того, что происходит здесь и сейчас. От вас ваши самые близкие люди могут что-то скрывать и утаивать. Но не для того, чтобы навредить, а для того, чтобы вас защитить. Это может быть муж, это может быть парень, это может быть мама, это может быть папа, там, не знаю, брат, сестра. В таком ключе относятся к вам как к несмышленному ребенку. Пытаются защитить, оградить, при этом нанося вам вред, скрывая от вас какую-то очень важную и полезную информацию. Вот так мне идет. Почему это вышло? Да потому что это все раскроется. Здесь больше, знаете, как просьба к вам идет, да, не судите строго. В общем, здесь просят понять и простить, и не рубить с плеча, да, дать возможность оправдаться, объясниться и попробуйте как-то принять, наверное, эту точку зрения. Да, нужно, конечно, проговорить, объяснить, что я больше этого не потерплю, и так поступать не надо, я уже отнюдь не ребенок. Но, тем не менее, ссориться из-за этого не стоит. Вам не хотели вредить, наоборот, вам хотели помочь, получается, да, защитить. Так, еще новость о мужчине при деньгах. Мужчина при деньгах, у него есть деньги, и деньги вполне себе приличные. Их ни много и ни мало. Такая серьезная, приличная сумма. Вот. А мужчина то ли транжира, то ли он такой, знаете, не отдает себе отчет в том, что он делает, да, вот там на веселе, либо на эмоциях может прям все потратить, спустить там буквально за час. Говорят, что вы должны прям следить за этим мужчиной и не позволить все потратить. Либо, может быть, как-то там перехватить эти деньги и куда-нибудь их в хорошее безопасное место положить, пристроить. Это может быть и муж, и сын, может быть даже кто-то из, допустим,
брат, там, отец, смотря в каких вы отношениях, какова ваша семья. И еще здесь горячая новость с левой стороны о том, что что-то скоро найдется. Может быть, вы что-то потеряли, либо вы что-то искали, кого-то искали. Вот. Говорят, что найдется. Причем здесь какой-то человек либо приносит, либо говорит, либо указывает, да, где искать, кого искать. Как вестник, да, добрый вестник, вестник добрых новостей. Вот. Ну, либо добрый посланник, который приходит и приносит. Смотря что вы потеряли, смотря что вы ищете. Ну, ждать осталось совсем ничего, там, пару дней, грубо говоря. Ну, не больше, чем неделя, да, судя по рисунку, да, где-то неделя пройдет. То, что искали, то, что потеряли, то, что найти хотели, вот найдется. У вас будет, в ваших руках будет. Здесь показано, что вы совсем скоро чей-то секрет узнаете. Человек так тщательно скрывал, прятал это всех, а тут раз и вы узнаете. Кстати, узнаете не только вы. Когда узнаете, желательно, чтобы вы к этому человеку подошли и объяснились. То есть объяснили, откуда вы узнали и о чем вы узнали. Ну и, соответственно, если человек попросит никому не говорить дальше, вы должны пообещать. Хранить чужую тайну — это, конечно, очень сложно, но вот как-то придется. Если вы не подойдете, если вы не расскажете, не объяснитесь, то человек может думать, что это именно вы каким-то хитрым путем раскрыли его, либо ее секрет и стали всем рассказывать. Хотя это не так. Вот. Желательно подойти и объясниться, чтобы не было потом в будущем проблем во взаимоотношениях с тем, чей секрет вы узнаете. Двери закрылись. Скоро какие-то двери закроются и больше никогда не откроются. Двери. Может быть, это какая-то организация, учреждение, а может быть, это какая-то возможность. То, что всегда было открыто, то, что всегда было в легком доступе, то, что считалось, ну вот, обыденным, да, вот это часть жизни, вот всегда открыто. Вот когда мне нужно в любой там день, в любое время я иду и беру, либо делаю, либо обращаюсь. Говорят, что скоро неожиданно закроется. Вы этим пользуетесь, либо вы думали, чтобы этим пользоваться, но по какой-то причине еще не воспользовались. Спешите, потому что скоро вот как лавочка дверь закроется и больше никогда не откроется. Может быть, откроется что-то другое, но в другом формате, при других обстоятельствах и, может быть, совсем не то. Вот, спешите, вам куда-то нужно спешить и что-то сделать. То, что вы планировали, откладывали, либо то, что, ну, прям для вас как-то важно, и вы постоянно этим занимаетесь. Дверь, вот почему-то именно дверь показали, которая закрывается, да, возможно, вы входите в какую-то дверь. Скоро закроется, показано. Дальше, кто у меня в поиске работы? Здесь вам какая-то шальная женщина, шальная императрица, будет предлагать какую-то странную работу, что-то такое, знаете, больше на подработку, наверное, похоже. Может быть, не каждый день, либо не полный день. Но при этом там очень крутой потенциал. Ну, либо эта подработка, она будет для вас как трамплин действительно на хорошую должность. Вот. Женщину именно какой-то шальной показали. Она такая вся растрепанная, такая невнимательная, громко говорит, машет руками. У нее там 100 дел одновременно, да, она там и с вами говорит, и по телефону, и еще кому-то какие-то знаки подает, да, в таком ключе. Но, тем не менее, говорят, что нужно, вернее, не нужно, желательно, да. Если вы хотите в будущем обрести хорошую, стабильную работу, стабильную должность, то следует с этой женщиной посотрудничать. Точно в обиде не останетесь. И еще в венце показаны какие-то события, от которых может закружиться голова. Но упасть вы не упадете, потому что рядом с вами стоит человек, подобен ангелу, который в нужное время, в нужном месте окажется. То есть вам окажет эту поддержку. Да? Голова закружилась, вы теряете контроль над собой, и человек вас поддерживает. Не могу сказать, что вы все слишком разные, но тем не менее голова будет кружиться и даже, может быть, будет темнеть в глазах. Какие-то события с левой стороны, там и филин, и какой-то человек, и все это в одном флаконе.
X. Какая-то резкая перемена, резкое событие, от чего закружится голова. Но вам бояться ничего не надо. С вами рядом человек подобен ангелу. Он вам не даст упасть, да, не даст потерять сознание. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.